специально выбрали это время, чтобы больше участников подключилось. Видеоуланет поддепуктана уджиортиас. Добрый день, уважаемые коллеги. Мы приветствуем всех на очередном заседании Республиканского методического объединения педагогов, реализующих этнокультурное содержание в дошкольном образовании. Сегодня на нашем заседании присутствуют члены Совета Республиканского методического объединения. И основная задача нашего заседания – это запланировать работу на текущий год. Но предварительно я очень рада, что на нашем заседании присутствует ректор Коми Республиканского института развития образования. И предоставляю Галина Владимировна Китайгородская. Я с удовольствием передаю вам слово, Галина Владимировна. Спасибо, Зоя Васильевна. Добрый день, уважаемые коллеги. Я очень рада, что мы с вами работаем в едином профессиональном и образовательном пространстве. Сегодня на уровне Республики Коми созданы и активно функционируют 24 республиканских методических объединения. И мы понимаем, что действительно от деятельности каждого объединения зависит решение самых важных стратегических задач, которые направлены на развитие системы образования нашей республики. Я очень рада, что сегодня Зоя Васильевна является председателем уникального методического объединения. Сразу хочу сказать, что на уровне Российской Федерации функционирует федеральное учебно-методическое объединение, и в нем в настоящее время представлено только направление дошкольного образования. Но сегодня мы понимаем, что именно наше объединение педагогов, которые реализуют этнокультурное содержание в дошкольном образовании, оно должно объединять уже не только все муниципальные образования нашей республики, но должно стать лидером в навигации взаимодействия и с другими субъектами Российской Федерации. Сегодня статус Зои Васильевны как федерального эксперта, которая работает на уровне Российской Федерации, демонстрируя лучшую практику взаимодействия на уровне нашей республики, это очень значимо. Но я понимаю, уважаемые коллеги, что один в поле не воин. И поэтому в нашем профессиональном пространстве я очень рада, что у нас очень активный совет нашего РМО. Уважаемые коллеги, я еще раз хочу вам представить, у нас есть возможность увидеть совет Республиканского методобъединения. В него входит на сегодняшний день Каданева Елена Николаевна, начальник отдела развития дошкольного образования и проектного управления, управления дошкольного образования, администрации муниципального образования городского округа Сыктывкар. Уважаемые коллеги, вы видите сегодня Елену Николаевну с нами и на экране. Чугаева Валентина Николаевна, главный специалист управления образования, администрации муниципального образования муниципального района Сыктывдинский. Уважаемые коллеги. Нестерова Наталья Николаевна, методист управления образования администрации муниципального района Усть-Куломский в нашей студии. И Канева Анна Александровна, старший воспитатель, детский сад номер 2, село Ижма Ижемского района. Уважаемые коллеги, конечно, это актив. Но сегодня мы осознаем, что мы должны выстроить вертикаль. Федеральное УМО, республиканский метод объединения, советы каждого объединения и, конечно, на уровне каждого муниципального образования, уважаемые коллеги, должны быть созданы по данному РМО профессиональные организации, которые объединяют педагогов, реализующих этнокультурное содержание в дошкольном образовании. Именно о такой вертикали мы с вами говорим в течение последних уже 2 лет. И нам очень важно, чтобы на уровне каждого муниципального образования было сформировано и, может быть, уже действует, а коллеги уже представляют такие методы объединения, должны действовать муниципальные методические объединения, которые должны профессионально объединять педагогов, которые включены именно
в работу данного метода объединения. И, конечно, именно мы вместе с вами по этой вертикали должны решать самую главную задачу. Это первое – представление стратегических задач и целей нашей системы образования. Постановка основных задач с тем, что мы должны представлять лучшие практики. И именно в таком единстве вырабатывать для каждого педагога те технологические решения и педагогические решения, которые позволят нам сегодня говорить о том, что на уровне Республики Коми поддерживается обучение родному языку, родной литературе и, конечно, в контексте всех задач, которые стоят именно перед нами, как гражданами нашей республики. Поэтому, уважаемые коллеги, я очень рада, что сегодня подключены к нам все муниципальные образования. Мы надеемся, что в следующий раз во время очного заседания будут представители всех муниципальных образований. И я очень надеюсь, что наш совет будет активно с вами взаимодействовать и уже представлять те образовательные вопросы, которые в том числе по вашему запросу будут направлены в адрес Зои Васильевны как председателя. Уважаемые коллеги, я благодарю, что была возможность вас поприветствовать. Я желаю вам, конечно, успешной профессиональной работы. И я надеюсь, что деятельность каждого из вас, она связана с теми задачами, которые стоят перед системой образования в 2020 году в рамках реализации уже национального проекта образования. Спасибо. Спасибо, Галина Владимировна. Я хочу сказать о том, что на сегодняшнем заседании еще у нас присутствует представитель Удорского района. Очень хорошо. Это Корецкая Виктория Владиславовна, музыкальный руководитель детского сада Благоева. Ну вот как бы нашли время и посетить тоже наш совет и заодно и подключиться вот к такому нашему республиканскому онлайн-семинару, онлайн-заседанию. Вот. Ну и сегодня у нас, конечно, достаточно такой большой объем тем для обсуждения на нашем заседании, потому что как бы мы проводим это в январе, а планируем работу на весь год и надеемся, что именно это заседание, оно как бы заложит тот фундамент для плодотворной, творческой работы со всеми педагогами республики, которые включаются в наше общее дело по этнокультурному образованию детей дошкольного возраста, по обучению коми-языку с раннего возраста. Хорошо. Зоя Васильевна, еще раз, уважаемые коллеги, Зоя Васильевна, спасибо за приглашение. У вас есть возможность задавать в чате нам вопросы, на которые, я думаю, совет будет отвечать. Да, спасибо. Я думаю, что это возможно. Это возможно, да. Так, единственное, что хотелось бы, чтобы включили презентацию нашу. Подключают. Хорошо. Все это. Тогда я уже. Да, спасибо большое. Спасибо, коллеги. Так. Спасибо. Так, уважаемые коллеги, сегодня в повестке дня у нас 3 вопроса. Первый вопрос – это знакомство с Советом Республиканского методического объединения. Лариса Геннадьевна Тверман-Чукапукщина. Вопрос озвучивает Саша, ты будешь? Да? Больше так. Уважаемые коллеги, я хочу познакомить вас с составом, скажем так, оргкомитета, который организует всю работу республиканского метода объединения. Я представляю себя как председатель республиканского метода объединения, Лариса Геннадьевна Кулышева, заместитель председателя, Ирина Александровна Симкина, секретарь республиканского методического объединения. И сегодня мы должны с вами вместе утвердить план работы республиканского метода объединения на 2020 год, вернее уже на второе полугодие этого года, потому что мы планируем работу по учебным годам. Первую половину года этого учебного года в 2019 году мы уже отработали. И что нас ожидает в 2020 году? Я вот хотела бы, чтобы вот продемонстрировали на слайде. Так, это вот у нас совет РМО.
Дальше, пожалуйста. И план деятельности. Итак, сегодняшнее заседание, оно у нас посвящено вот таким вот вопросам. Ну, а для того, чтобы нам посмотреть следующий слайд, пожалуйста, заседание уже. Итак, следующее заседание у нас запланировано на 5 марта. Мы на нем планируем уже обсудить итоги реализации акции, посвященной ко дню, Международному дню родных языков, который пройдет 21 февраля. Лариса Геннадьевна является организатором этой акции, и она должна будет нас как бы познакомить со всеми результатами. И также у нас предусмотрено как бы подведение итогов марафона педагогических достижений. Но что это, мы расскажем вам далее, когда будем обсуждать уже план работы на этот год. И четвертое заседание у нас пройдет 18 июня 2020 года. Обычно мы его проводим в рамках летней школы игропедагогики, и на нем мы как бы на этом заседании транслируем лучший опыт педагогов, реализующих этнокультурное содержание в дошкольном образовании. Ну и также мы на этом последнем заседании подводим итоги и планируем работу на следующий год. Уважаемые коллеги, те, которые подключились в онлайн-режиме, если у вас есть какие-то предложения, если есть у вас какие-то предложения к тем вопросам добавочным, дополнительно, просим написать в чате. Эти заседания непонятные без объявления плана работы, да? Да. Поэтому нам надо обсудить план работы на этот год. Следующий слайд это, да? Ира Вайман, пожалуйста, Вася. Уважаемые коллеги, прежде чем приступить к обсуждению следующего вопроса по сетевому взаимодействию, предлагаю его оставить как бы после того, как мы обсудим план работы на следующий год, чтобы было вам понятнее, исходя из чего у нас появился вот такой вот план заседаний. Итак, уважаемые коллеги, в общем-то, 2020 год для нас является достаточно знаменательным в связи с тем, что в октябре 2020 года Лаборатория национальных проблем дошкольного образования отмечает свое 25-летие. И так уже получилось, что всю работу по этнокультурному содержанию в нашей республике сосредотачивает в своей деятельности именно Лаборатория национальных проблем дошкольного образования. Поэтому я позволю разрешите мне познакомить меня с тем планом работы, который мы запланировали на 2020 год. И, в общем-то, он интересен тем, что здесь представлены... Нет, вернитесь, пожалуйста, Александр. И здесь представлены именно те мероприятия, те проекты республиканского значения, которым, конечно же, мы надеемся, что будут подключаться все педагоги нашей республики. Значит, первое, что является очень значимым, и мы надеемся, что это претворится в жизнь в 2020 году, но будут все-таки у нас изданы наши программы и пособия по этнокультурному образованию для педагогов республики. Министерство образования, высшей школы и молодежной политики в план 2020 года включило издание республиканской программы «Джиолюк» для коми детских садов.
И также будут постепенно издаваться все методические пособия, которые являются тем методическим сопровождением для реализации этой программы. Очень важным и значимым событием, конечно же, будет издание образовательной программы детям Республики Коми и книги для чтения. То есть эта программа, она уже имеет свое учебно-методическое сопровождение, включает в себя не только программу, которая создана по требованиям федерального стандарта дошкольного образования, но также включает в себя книгу для чтения, в котором представлены тексты на русском и коми языках. И они будут составлять основу всех ваших занятий, всех ваших образовательных мероприятий. То есть здесь представлен аккумулирован тот материал, который необходим для образовательного процесса. Также важным моментом, важной составляющей этого комплекта является диск детям Республики Коми, в котором представлены все видеоматериалы, наглядность, презентации, картинки, различные современные технологии, которые можно использовать в работе воспитателя. Итак, уважаемые коллеги, в общем-то, очень важным событием является издание этих пособий, но эти пособия дойдут до каждого детского сада и до каждого педагога только в том случае, если от управления образования будет составлена правильная заявка в адрес Министерства образования на потребность в этих программах. Вот этот очень важный момент. То есть каждый детский сад дает свою заявку на эти программы в управление образования района или города. Управление образования формирует общую заявку и направляет в адрес Министерства образования. Тираж этих программ зависит от заявок, полученных от управления образования. Это очень важно. И я хочу обратиться, конечно же, ко всем управленцам, которые подключены к нашему заседанию, что при подсчете необходимости или потребности этих программ нужно учитывать, что эта программа должна быть у каждого воспитателя, в каждой возрастной группе, у старшего воспитателя и у заведующей детским садом. Я думаю, что и управленцы, специалисты управления образования, методисты управления образования также эти программы должны иметь для того, чтобы качественно, эффективно оказывать методическую поддержку педагогам, работающим в детских садах. Методическое сопровождение к программе GeoLuc будет издаваться, опять же, целенаправленно на базе Института развития образования. Но, опять же, рассылка этих пособий, она будет возможна только при наличии заявок на эти пособия из управления образования. Мы должны точно знать, сколько пособий каждому району необходимо будет представить. Вот это такое важное объявление. Я думаю, что если такое событие у нас состоится в рамках 20-летия лаборатории национальных проблем дошкольного образования, то это будет самым главным и самым ярким событием этого года. Если есть вопросы, то, пожалуйста, пишите. Совет РМО, присутствующий здесь, если есть вопросы, то можете задавать. Но я думаю, что все понятно. Да? Итак, следующие мероприятия, которые будут проводиться в рамках нашего юбилейного года. Это марафон педагогических достижений дошкольных образовательных организаций
реализующих программы этнокультурной направленности. Мы его назвали «Коми, язык и дети». Все-таки в первую очередь самой главной задачей по этнокультурному образованию в нашей национальной республике должна быть задача сохранения, развития, поддержки процесса обучения коми-языку с раннего возраста. И все педагоги, которые владеют коми-языком в нашей республике, должны быть ориентированы на работу с детьми по этому вопросу. Каждый педагог, который владеет коми-языком, должен передать коми-язык своим воспитанникам. У каждого, конечно, будет разный объем вот этой работы. Это все зависит от выбора программы, которой вы будете пользоваться. Или вы будете работу вести с детьми на коми-языке родном для детей, или будете вести работу по коми-языку, который будет для них вторым для детей. Конечно, должна быть обязательно поддержка родителей. На сегодняшний день родители это наши соучастники, скажем так, нашего процесса, наши партнеры. Они также должны поддерживать эту нашу с вами работу. Но я хочу сказать, что ни в одном детском саду не было таких массовых протестов против обучения коми-языку в детском саду. Если были какие-то единичные случаи, то с течением времени они как бы исправлялись. И все зависит от педагога. Насколько он эмоционально, насколько он доброжелательно, насколько он эффективно, методически правильно и интересно сумеет организовать такую работу. Но очень бы хотелось обратиться с такой просьбой ко всем педагогам. И, конечно, очень важным направлением является ознакомление с традициями, культурой и историей Коми-края. То есть в этом марафоне мы участвуем с разных позиций. И как педагоги, реализующие процесс обучения коми-языку, и как педагоги, реализующие программы по краеведению. И, в общем-то, это все считается яркими достижениями в этом марафоне. Потому что основой коми-языка всегда является культура. Да? И при любой работе по краеведению мы включаем названия, слова, звучащие на коми-языке. Положение об этом марафоне также представлено на наших слайдах. Александр, пожалуйста, прокрутите немного ниже, и там будет положение об этом марафоне. Следующий слайд. Да, еще следующий. Да. Вот. Что представляет из себя педагогический марафон? Мы бы хотели показать лучший опыт по этнокультурному образованию, который накопился в нашей республике в таком в онлайн-режиме, в интернет-доступе. И поэтому этот марафон, он будет проводиться в два этапа, очно-заочно. На заочном этапе все желающие детские сады могут отправить свою заявку и материалы в адрес оргкомитета организаторов этого марафона. Организатором марафона является лаборатория национальных проблем дошкольного образования. И по мере поступления этих работ, эти материалы, конечно, после утверждения, надо, чтобы, конечно, все материалы были достаточно качественно оформлены, иначе не будет необходимости, не будет возможности их выставления в общий доступ.
Вот, они будут представляться или же на сайте Коми Республиканского института развития образования. Я думаю, что мы создадим там группу, именно посвященную 25-летию лаборатории. Но и обязательно они будут представлены на сайте в группе «Джолюк Малышок». В общем-то, у нас еще есть группа «Открытое образование». Мы, я думаю, что создадим вот такой вот как бы материалы этого марафона еще и вот в этой группе «Открытое образование». Затем очный период. Очный этап будет проводиться в октябре, когда участники этого марафона смогут продемонстрировать свой опыт на выставке в рамках Всероссийской конференции, посвященной проблемам дошкольного образования именно с позиции обучения родному языку и развитию национальных традиций. Об этом мы позже еще поговорим. В любом случае, этот у нас марафон, он считается республиканским проектом. Каждый участник этого марафона, он будет участником республиканского проекта и получит сертификаты об участии. Но это то, что касается каждого детского сада. Но какое богатство и какое изобилие, разнообразие материалов мы сможем получить уже для того, чтобы мы могли использовать самое интересное в своем опыте работы. Работы мы предлагаем направлять по следующим направлениям. Следующая страничка. Итак, какие могут быть направления в этом нашем марафоне? Многие детские сады реализуют проекты этнокультурной направленности, которые уже имеют достаточно такое массовое распространение даже, вернее, они уже имеют свое какое-то традиционное свое представление, из года в год повторяющиеся проекты, достаточно эффективные, и, конечно, об этих проектах можно рассказать в рамках этого марафона. Затем, очень интересно, конечно, было бы увидеть, услышать, как используется коми-язык в детско-родительской среде. И для этого мы предлагаем вам создавать небольшие видеоролики. А сценарий этого видеоролика, конечно, это ваше творческое как бы такое начало уже будет представлено. Еще следующее направление. Александр. Можно рассказать на этом марафоне о том, каким образом работают методические объединения педагогов, реализующие образовательные программы этнокультурной направленности. Такой интересный опыт у нас есть и в Сыктывкаре, и в Усть-Куломском районе, и в Сыктывдинском районе. И, конечно, вот такие вот достижения, такой вот опыт работы, мы тоже должны этим опытом делиться и представлять на всеобщее обозрение. И, конечно, очень важной актуальной задачей является работа с родителями. Поэтому четвертое направление – это детский сад и семья. Итак, уважаемые коллеги, марафон будет объявлен буквально в ближайшее время. Во все муниципальные образования мы разошлем информационные письма и положения. И ждем всех участников в нашем марафоне. Сейчас мы возвращаемся к плану работы. Немножечко назад, Александр, прокрутим. Вопрос сразу, если Да. до 15 февраля уже надо с заявкой материала отправлять. Нет, с 15 февраля мы начинаем. То есть к 15 февраля мы должны отправить информационные письма и положения в управление образования. Все это мы разместим на сайте в группе ВКонтакте, то есть уже как бы работа начинается. Но продолжается она буквально до сентября. А в октябре мы уже будем думать о том, какой выставочный материал наиболее выигрышно будет смотреться, какой наглядный материал будет выигрышно смотреться на выставке. Принимается. Следующее мероприятие, следующая работу, которую мы планируем провести, опять же, в рамках юбилейного года, это организация педагогических десантов в Коми детские сады.
И мы выбрали именно коми-язычные детские сады, которые работают по программе Geoluc, для которых коми-язык является основным языком воспитания и развития детей. Очень бы хотелось, конечно, увидеть, что в этих детских садах создана комфортная среда, что в этих детских садах создана достаточная предметно-развивающая среда, что дети обеспечены всеми необходимыми игрушками, пособиями, материалами. И хотелось бы услышать, что действительно в этом детском саду коми-язычная среда является основополагающей. Хотя, конечно же, мы ориентируемся на двуязычие. То есть мы уже не можем рассчитывать только лишь на коми-язык. Русский язык, он идет параллельно с коми-языком. И вот эти педагогические десанты мы планируем организовывать вместе с передачей, с творческой группой телепередачи «Чолом Geoluc», для того, чтобы наиболее интересный материал, наиболее интересные, скажем так, фрагменты работ этого детского сада мы могли продемонстрировать на республиканском уровне в рамках нашей телепередачи, чтобы все детские сады во всех районах знали, как живут наши джолюки, как живут наши коми-язычные дети. Возможно, в эти педагогические десанты мы будем приглашать также и участников, членов Совета нашего республиканского метода объединения, для того, чтобы вы немножечко разнообразили как бы свое видение о системе дошкольного образования республики. Расширили даже свою географию, да, знание своей географии. В общем-то, это мы планируем с февраля по май. Конечно, мы будем созваниваться с управлениями образования, обязательно со всеми нашими активистами, для того, чтобы определить график поездок, определить те детские сады, в которых нам обязательно надо побывать и познакомиться с работой. И вот на базе вот как бы и этого материала, но и также того, что мы соберем из районов, мы планируем создать книгу-каталог о детских садах, которые работают на коми-языке. Пока вот такой вот мы хотим собрать каталог, только лишь целенаправленно о тех детских садах, в которых идет реализация программы Geoluc, и которых работа в большинстве времени, скажем так, преимущественно по времени организована на коми-языке. Для того, чтобы мы могли создать книгу-каталог, мы, опять же, во все управления образования и во все те детские сады, которые работают на коми-языке, будут направлены информационные письма, будут направлен примерный план содержания этой книги, каталога, какой материал мы бы хотели иметь. И, конечно, мы до каждого детского сада не доедем, но материал, я думаю, что мы получим. И это опять же будет участие в республиканском проекте для всех детских садов, которые будут включаться в эту работу. Далее, нет, на этой еще странице. Как обычно, мы к 21 февраля, к Международному дню родных языков, мы сначала организуемся, а потом уже 21 февраля представляем, демонстрируем результаты акции «Олам Комия, Щомни там Комия». Какая будет идея этой акции, мы поразмыслим, с вами тоже обсудим в рабочей обстановке уже и представим. Эта акция обычно проводится у нас в онлайн-режиме в группе, вернее, в онлайн-режиме мы представляем уже результаты. Это уже акция 21 февраля будет подключение. Но в начале, конечно, организационной работы еще будет очень много. Об этом будет сообщено дополнительно. Но раз уже мы взяли такой вот девиз 25-летия лаборатории, то мы продумаем вот именно вот такого направления содержания. Опять же, мы ждем от вас видеоролики,
для того, чтобы мы могли услышать коми-речь в День родного языка. Коми-речь от детей, родителей, педагогов, в первую очередь, конечно, от детей. Далее мы планируем также проведение фестиваля детского творчества «Шуда челядьдыр коми черный пыр». Этот фестиваль проводится заочно. Первый семинар был проведен в 2018 году. Количество участников было большое, около 300 человек участвовало в этом фестивале. Были разные номинации. Сейчас мы уже об этом говорить не будем, потому что этот фестиваль, он у нас уже будет вторым по счету. Но опять же, ближе к сроку, конечно, мы будем направлять информационные письма и положения. И, в общем-то, никто из участников не остается без какого-то подтверждения своего участия, а победители, они получают призы. И обязательно все выступления, они будут представлены на электронном ресурсе. Конечно, мы надеемся, что будет финансовая поддержка этого нашего фестиваля. Если будет финансовая поддержка, то и, конечно, все будет более значительно. Но в то же время, я думаю, что и все члены Совета РМО согласятся с тем, что этот фестиваль, он помогает, опять же, в популяризации коми-языка в нашей среде, помогает привлекать и родителей, и создает само хотя бы звучание языка в сегодняшней нашей жизни. Традиционным уже стало проведение летней школы игры педагогики «Джолюк-Малышок». И мы опять планируем проведение в июне. Если будет финансовая поддержка, если будет поддержан грант, который мы будем подавать на летнюю школу, проект, грантовая заявка, то мы будем проводить, как и обычно, за последние 2 года на базе Финно-Угорского культурного парка. Надеюсь, что количество участников в этом году будет увеличено. И если не все желающие, то какой-то отбор, конечно, мы проводим. В первую очередь мы приглашаем наших активистов из всех районов Республики Коми. Обучение в этой школе, проживание, питание, оно абсолютно бесплатное. Единственное, нужно будет доехать до Сыктывкара. Из Сыктывкара мы выезжаем, опять же, на организованном автобусе. Ну, а программа из года в год, она, конечно, меняется, но она всегда интересная, практикоориентированная, очень насыщенная. Буквально с раннего утра и до самого позднего вечера каждый участник нашей школы, он занят какой-то полезной для своей профессиональной деятельности работой. Далее, опять же, в рамках юбилея лаборатории планируется создание иллюстрированного буклета. Но это уже работа, конечно, внутренняя сотрудников лаборатории, но я думаю, что каждый активист, который многие годы сотрудничает с нашей лабораторией, участвует в наших общих проектах, он и увидит себя на страницах этого буклета, на фотографиях или в текстах и так далее. И если нужна будет какая-то дополнительная информация, конечно, мы к вам будем обращаться за помощью. И очень важным событием, которое уже завершает весь наш год, но подготовка к нему будет вести в течение всего года, буквально, я думаю, что начиная уже с февраля, это проведение Всероссийской конференции. Название, конечно, может меняться,
но смысл этот, он останется. Родные языки народов Российской Федерации в дошкольном образовании. Современное состояние и перспективы развития. Надеемся, что будет международное участие на этой конференции. Хотелось бы привлечь сюда всех наших друзей, коллег из всех финно-угорских регионов республики, и не только из финно-угорских, но вообще со всей республики, из тех регионов, которые очень далеко располагаются, но очень интересно работают в этом направлении. Это и Якутия, это и Бурятия, это и Калмыкия, это Тыва, это Северная Осетия и так далее. В общем-то, все эти регионы, которые, наверное, ни разу еще не бывали в нашей республике, но мы едины в своем содержании, едины в своем подходе, методических принципах работы, и проблемы для нас являются едиными. Конечно, подготовка к этой конференции очень сложная. Без помощи вас, участников нашего республиканского методического объединения, нам, конечно, будет трудно все это организовать, потому что на этой конференции, конечно, я точно знаю, будут представлены все районы нашей республики своими делегациями, своими выступлениями. Как раз вот в рамках этой конференции мы планируем создание интересной выставки. Как раз к этому моменту у нас уже будут подготовлены буклеты, каталог, книга и так далее. В общем, все то, к чему мы будем стремиться что будем делать в течение года, оно аккумулируется как раз вот в рамках этой конференции. Как раз вот в дни этой конференции мы проведем творческий отчет лаборатории. Я думаю, что все, кто когда-то в какие-то годы работал в нашей лаборатории, будут принимать участие в этом творческом отчете. А этих людей немало. И я очень рада, что все они продолжают работу в этом направлении, хотя и работают в других местах профессиональной деятельности. Именно в эти же дни мы планируем проведение республиканского праздника Чолом-Джоулюкьяс. И надеемся, что он очень ярко будет представлен именно в Сыктывкаре на базе Дома дружбы народов. Мы очень надеемся на вас, Елена Николаевна, что вы поможете нам в организации этого праздника. На Валентину Николаевну, Сыктывдинский район, что вы также подключитесь к празднику, что Усть-Куломский район, Ижемский район, Ударский район заранее подготовите свои выступления с детьми, и можно будет подключаться в видеорежиме, а сами вы, конечно, будете очно присутствовать как участники этого праздника, взрослые, потому что детей все-таки вывозить далеко мы не можем. И поэтому техника сейчас позволяет нам жить сообща и видеть друг друга, увидеть все наши таланты. Конечно, заранее все это будем мы готовить, отбирать материалы, и все районы, которые хотели бы подключиться к нашему этому тоже очень красивому, яркому, красивому проекту, как республиканский праздник Чолом-Джоулюкьяс, мы приглашаем изъявлять свое желание. В видеорежиме, очно. Может быть, если 1-2 участника, то и могут некоторые приехать вместе с детьми сами. В общем, двери открыты. Вот это уважаемые коллеги, вот этот план мероприятий, который мы представляем вам на 2020 год. Он полностью связан с 25-летием лаборатории, и он полностью направлен на этнокультурное содержание. Я хочу еще озвучить, что в этом году мы запланировали проведение республиканского конкурса. Министерство образования поддержало наш традиционный конкурс по поддержке, он назывался «Грантовая поддержка дошкольных образовательных организаций и педагогов, реализующих или активно внедряющих этнокультурное содержание в практику своей работы».
Каким образом оно будет называться, пока я не могу сказать, но я думаю, идея, она сохранится. Вот. И буквально уже в феврале, 11 февраля даже мы запланировали в плане работы, мы будем проводить вебинар по этому конкурсу. Включен был этот конкурс, я его убрала, да, вот из этого плана работы, потому что я как бы поскромничала и не посчитала, что это в рамках 25-летия лаборатории. Но в любом случае, вот этот конкурс, значит, он будет организован и он будет проведен. Еще, уважаемые коллеги, я хочу поделиться еще с очень хорошей новостью, которая, я думаю, порадует всех. Все-таки вот из года в год у нас как бы мы заметили, наверное, сами, что все меньше и меньше, а в прошлом году вообще мы не проводили курсы повышения квалификации по методике обучения коми-языку и как родному, и как государственному второму в нашей республике. Вот. И вот я хочу вас порадовать. Ну, многие объясняли чем? Что нету денег, что нет возможности и так далее, и так далее. В этом году Коми Республиканский институт развития образования включился в федеральный проект по продвижению родного, в том числе русского языка, в практике работы педагогов. И, в общем-то, в этом году у нас будет возможность организовать курсы по методике обучения коми-языку бесплатно. Количество часов будет 72, но как бы формат курса очно-заочный. Очный курс будет составлять 16 часов. То есть на базе Института развития образования мы будем проводить очно 16 часов и заочно остальные часы в дистанционном режиме, то есть выполнение заданий и так далее. Выполнение каких-то практических работ, которые будут предусмотрены программой. Вот. Мы, конечно, продумаем варианты. Возможно, можно будет некоторые сделать и выездными курсы для того, чтобы собрать, предположим, да, чтобы еще дешевле эти курсы были для педагогов, чтобы было меньше затрат, расходов на дорогу и проживание. Если будет такая возможность, то мы, конечно, такое организуем. Но буквально уже, наверное, с сегодняшнего дня управлением образования, да и самим педагогам нужно будет задуматься, и вернее предусмотреть вот эту вот возможность и использовать ее для того, чтобы получить знания, необходимые знания, навыки по качественной, по эффективной работе с детьми. Конечно, и удостоверение о повышении квалификации на 72 часа, это будет, конечно, очень хорошим подспорьем именно даже в вашей, как бы, для вашего портфолио. На самом главном, конечно, то, что вы будете методически, как бы так, обучены, да, методически будете подкреплены. Вот. Вот этот, можно сказать, что тоже буквально такой подарок к 25-летию лаборатории тоже, можно сказать, даже и можно вписать нам это в план работы. Вот эти курсы, потому что буквально еще недавно об этом узнали и каким-то образом вот как воспользоваться этим пока еще не смело говорим, но уже точно это будет происходить. Так. Итак, уважаемые коллеги, присутствующие, какие ваши мнения и какие ваши предложения? Виктория Владиславовна, может быть, у вас какое-то мнение? Ну, я мало еще как бы присутствую. Мне очень приятно, конечно, что вы собираетесь РМО республиканское. И буду впредь, если вы пригласите, буду присутствовать. И можно подключаться онлайн, чтобы слышать и услышать. Предложений пока как таковых как бы я не сориентирована. Если бы я заранее бы знала, может быть, что-то бы предложила. Я думала, будет представитель Сударского района Тимушева. Как бы вместе мы бы где-то бы скомпоновались. А так как я как бы не член РМО, я только музыкальный руководитель русского детского сада. Но мы тоже стараемся, так как я понимаю коми-язык, и у нас есть педагоги коми. Мы будем
с вами вместе воедино работать, стараться. Ну а вот к этому плану работы вы будете? К этому плану обязательно, Зоя Васильевна, Ну, бесспорно. хорошо, спасибо. Ну, успехов вам, всего доброго. Ну, вы информацию, я думаю, что донесете, Конечно. передадите, потому что есть очень много важных моментов, чтобы у вас в Удерском районе это все было учтено. Спасибо большое. Итак, уважаемые коллеги, какое ваше мнение вот по этому плану? Насколько это все реально для реализации? Я думаю, достаточно реальный план для реализации вполне. Можно слить все за этот календарный год. Но без вашей помощи, конечно, будет очень трудно. Вот. Конечно, вы знаете, что в лаборатории у нас немного человек. Вот все наши трое, которые как бы являются таким вот комитетом республиканского метода объединения. Но мы сильны, конечно, нашими партнерами и теми, которые работают в районах, опорно-методическими площадками нашими, теми, которыми когда-то были нашими республиканскими инновационными площадками. Мы очень рады, что они продолжают как бы себя чувствовать такими, да, в таком статусе. Хотя номинально уже как бы не имеют такого формального статуса. Итак, уважаемые коллеги, в чате нет вопросов? А сколько человек подключилось? Сейчас смотрит 6. Всего 6 человек. Ну, человека. 6 подключений, сколько там, кто сидит, и пока неизвестно, да? Ну да. Вот. Но в любом случае в онлайн-режиме у нас на какое-то время ведь сохранится это заседание. Да? На все не убирается. Поэтому все, что мы тут озвучили, можно будет еще раз просмотреть и еще раз как бы прокрутить и определиться со своим участием и с теми требованиями, которые, например, нужно соблюсти, чтобы не выпасть из нашего общего плана. Так, ну а сейчас, уважаемые коллеги, члены Совета РМО, я бы назвала, конечно, действительно, в Совет РМО у нас включены по одному представителю из районов, из районных методических объединений. Вот этот бы состав, который вот тут фамилии представлены, я бы назвала как актив РМО, потому что географически вот все эти районы, они разноудаленные и как бы могут организовать работу даже вот с близлежащими муниципалитетами, которые расположены вокруг или там близ вас. Конечно, Сыктывкар как столица у нас является всегда таким вот предводителем, можно сказать, что основным таким вот аккумулятором самых, может быть, интересных творческих проектов. И, конечно, в Сыктывкаре сосредоточено наибольшее количество педагогов, детских садов, где работа эта реализуется. Поэтому, конечно же, Сыктывкар у нас во все наши проекты он включается очень активно. И вот сейчас бы очень хотелось прослушать вот такую вот информацию о возможности сетевого взаимодействия между разными муниципалитетами по самостоятельной инициативе от города или района. Потому что Коми-республиканский институт развития образования, конечно же, как республиканская структура, организует много разных республиканских мероприятий, но сейчас важным является инициатива и активность самих педагогов и управленцев на местах. И очень отрадно, что многие районы вот такой возможностью пользуются и организуют. Вот этот показатель, конечно, вот и профессионализма, и какой-то в своей вот личной даже инициативности показатель. Вот. И хотелось бы послушать, каким образом вот это сетевое взаимодействие, оно уже реализуется, и каким образом можно его организовать в целях привлечения и объединения педагогов, реализующих этнокультурное содержание в дошкольном образовании. Пожалуйста, Валентина Николаевна, Наталья Николаевна,
Анна Александровна, Елена Николаевна, хотя бы немножко пару слов скажите, что уже, какой опыт имеется и что вы предлагаете нашим педагогам. Ну вот мы, в частности, у себя в Сыктывдинском районе, конечно, не так, чтобы прямо мы глобально и часто собираемся, но если мы собираем, допустим, какой-то районный форум или семинар, мы с удовольствием приглашаем коллег из других муниципальных образований, обязательно оповещаем об этом КРИРО, Министерство образования, науки и молодежной политики Республики Коми, чтобы по возможности они нам тоже помогли в организации наших мероприятий. Не так давно у нас прошел межрайонный семинар по развитию детей раннего возраста. В принципе, мы довольны своим результатом. У нас присутствовали коллеги из 8 муниципальных образований нашей республики, представители КРИРО. Поэтому я думаю, что если в перспективе мы запланируем какие-то мероприятия по этнокультурному образованию детей дошкольного возраста, ну и не только, можем и о школе говорить здесь, то мы с радостью направим приглашение в муниципальное образование и также оповестим КРИРО именно образ наш региональный. Поэтому мы рады, открыты для сотрудничества. Есть возможность. Есть возможность, да. Наши ресурсные центры, пилотные тоже площадки, которые работают в этом ключе, они с удовольствием показывают тот опыт работы, который наработан, те какие-то новшества, новая материально-техническая база, которая позволяет решать те или иные проблемы. Мы рады для сотрудничества, открыты. На нашем сайте можно найти всю контактную информацию. Ради бога, звоните, пишите, приходите. Мы открыты для сотрудничества. Спасибо. Далее, Николаевна. Мы тоже можем сказать, что мы активно сотрудничаем с близлежащими районами. Это Карткировский район, Сыктывдинский район. Вот мы выезжали в Карткировский район и в детские сады села Карткирос, ну, по нашей инициативе. И в Богородск мы тоже выезжали именно по этнокультурному образованию. В Лозом выезжали тоже по этнокультурному образованию. И, ну, в Сыктывдин тоже мы часто выезжаем. По личной инициативе, без какой-то организации сверху, так? Нет, по личной инициативе, просто мы созваниваемся, договариваемся, приезжаем, но маленьким составом, правда, у нас как бы в этом плане, ну, как не часто получается большим составом выезжать. Но у нас на базе нашего района тоже проходило уже 2 больших крупных мероприятия. Это в этом году у нас был форум сельской школы, и в прошлом году у нас проходила тоже форум как бы сельских районов, тоже очень много народу к нам приезжало. И если у нас будет, если у вас будет желание, то мы можем и вас пригласить. У нас в ноябре тоже намечается конференция, реализация стандарта и как бы опыт какой уже есть у нас в районе, то в рамках этой конференции можем организовать именно конкретно секцию этнокультурного образования и вот тоже пригласить, ну, кто изъявит желание. Это ведь было уже, вы уже приглашали и проводили. Да, но у нас это было Сколько районов? направление, а это чисто дошкольников приглашаем, чисто дошкольников. Со школами в том году было. Да, да. У нас там было объединенное со школами и со всеми. Вот. Ну да, в Усть-Куломском районе, конечно, есть очень интересный опыт работы. Надо сказать, что действительно большинство детских садов, которые работают на ком-языке, они сосредоточены у нас в 2 районах. Это Усть-Куломский и Ижемский районы. Ну и Карткировский еще район. Именно благодаря тому, что вот эти районы, они как бы находятся географически больше в тупике, то есть у них нету даже вот такого соприкосновения с русскоязычными людьми, они сохраняют вот эту вот языковую среду. Вот это Ижемский, Карткировский, начиная там Сторожевск, в смысле Большой Луг, Богородск, Невшира, да? Усть-Кулом. Поэтому, конечно, вот эту среду надо сохранять, потому что количество детей, говорящих на ком-языке, сокращается темпами просто стремительно. Просто стремительно сокращается. И поэтому, конечно, это очень важная задача, буквально каждый детский сад, каждого педагога, который ведет работу на ком-языке как родном,
не знаю, как поддерживать. Вот. Поэтому вот нам сейчас в этом году вот мы хотели бы вот эту работу организовать, чтобы с помощью вашей вот найти вот эти вот, конечно, крупицы этих педагогов, потому что они действительно, они иногда работают в малокомплектном детском саду. Многие даже действительно никуда не могут выезжать, потому что не могут детей оставить. И даже на наших мероприятиях интересных мы тоже их не можем многих увидеть, так ведь? Они, может быть, даже многие не слышат, потому что нету интернета, они не могут узнавать информацию. Поэтому, дорогие специалисты управления образования, конечно, дорогие члены совета РМО, надо вот с ними связь вот держать. Так, в Ижемском районе тоже очень интересный есть опыт такой сотрудничества. И не только в республике, но уже и на российском уровне вы уже выходите, коми-ижемцы, но пока мы сейчас по республике. Какие вот ваши предложения, приглашения? Ну, также у нас будет, уже несколько лет подряд у нас проходит праздник ЛУД, малый ЛУД для детей дошкольного возраста. И в рамках опорно-методической площадки мы хотим также пригласить другие районы для ознакомления с традициями, с языком, с укладом жизни, да, коми-ижемцев, для того, чтобы и другие районы имели представление, как у нас проходит работа, как у нас проходит ознакомление детей дошкольного возраста с традициями. Можно в рамках празднования ЛУДа также организовать мероприятия для ознакомления других районов с материалами, которые мы используем в работе. Не только как бы такой вот развлекательный момент, да, хотя сам по себе праздник ЛУД, это же тоже такой фольклорный материал. Он очень глубоко содержанием, богат содержанием и такими элементами, да, но и практически семинар. Мне кажется, в тот период мы обхватим несколько блоков работы, чтобы за один раз мы успели многое задавать и взять для себя, да, дать вам опыт свой. Дорога из Сыктывкара до Ижмы хорошая, можно организовать транспорт, и, в общем-то, действительно, желающие могут... Но ближе вот у нас праздник ЛУД празднуется в первые выходные июля. За месяц где-то надо уже выслать приглашение, чтобы определились, кто приедет, и организовать жилье. Ну, в общем-то, я думаю, вот здесь пока еще Елена Николаевна подключится, и сразу же, чтобы не забыла мысли, что обязательно, вот если вы планируете какого-то рода вот такие межрайонные мероприятия или с приглашением, да, представителей других районов, но сами берете полностью на себя организацию, то вы можете к нам в лабораторию отправлять информацию, буквально не за месяц даже, а за 3-4 месяца. Буквально вот в феврале-марте уже можно отправить, чтобы мы представили это и на сайте КРИРО, и в наших группах социальных, и отправили какой-то вот сводный такой план межрайонных мероприятий по этнокультурному образованию, куда могут подключиться все районы. То есть информационную поддержку вот такую мы вам можем предложить. Если же нужна будет какая-то содержательная поддержка именно в плане выступления, то тоже должны вы об этом нам заранее сказать. Или же, если вы все это сами организуете, то и вы можете сами все это организовать. Вот. Спасибо. Елена Николаевна. Ну вот Зоя Васильевна уже сказала, что в Сыктывкаре, наверное, наиболее лучшие, да, условия для этнокультурной направленности, то есть и музеи, и все. И в принципе вот наши дошкольные учреждения построились в взаимодействии не только с образовательными организациями, но и с учреждениями, которые работают по этнокультурной направленности, музеи. Вот Дом дружбы народов сейчас очень активно с нами сотрудничает, и мы с ними сотрудничаем. Министерство национальной политики. Вот совместно с этими учреждениями мы проводим 2 крупных мероприятия общегородских. Это фестиваль коми-национальной культуры «Шкамышка», где включены творческие номера у нас, музыкальные, значит, хореографические, вокальные, поэтические. И второй фестиваль – это фестиваль театральных коллективов «Мульткут», вот, совместно с Домом дружбы народов. И я думаю, что, может быть,
мы все-таки эти два фестиваля таких можем провести и межмуниципальные, то есть близлежащие районы, чтобы привозили детей. У нас отборочный тур проводится сейчас так более... Мы раньше отсматривали номера, а теперь мы по видеоматериалам отсматриваем номера и приглашаем этих детей на гала-концерты. Гала-концерты мы проводим в хорошем зале, концертном зале гимназии искусств. Детки получают все подарки, детки учатся выступать на сцене, да, много зрителей. То есть вот это тоже такое мероприятие, которое детям необходимо. Вот эти два мероприятия мы можем приглашать вас. Затем, вот я уже вам рассказывала про ресурсные центры. В принципе, мы можем принять и ваших педагогов, если они хотят, да, вот в работу наших творческих объединений. Вот. Поэтому они могут и получить и сертификаты, которые потом могут быть пользой для педагогов при аттестации, да, что они защищали опыт работы. И получается, это уже уровень будет не районный, да, не городской, а межмуниципальный мы называем и приравниваем уже к республиканскому уровню. То есть, таким образом. Поэтому мы приглашаем вас к сотрудничеству. Спасибо. Спасибо большое, уважаемые коллеги. Еще, может быть, есть какие-то... Ничего не возникло? Я хотела... Я тут хотела спасибо сказать нашим коллегам из Сыктывкара. Действительно, вот те мероприятия, которые Елена Николаевна обозначила, мы как самый близлежащий район, да, надеюсь, мы продолжим в этом ключе, потому что наши вот как раз и участвовали и Мойткут, детский сад номер 8 села Выльгард, и поэтому я думаю, что мы продолжим работать. Близлежащие районы, пожалуйста, потому что многие воспитатели, вот, кто родственники где-то живут, говорят, вот мы хотим, нам надо, чтобы мы принимали участие в городском, в межмуниципальном, а мы вот не можем выехать. Я говорю, ну вы отправьте к нам видеоматериалы, мы посмотрим, мы в приказе своем ответим. У вас уже участие в этом конкурсе будет, да, не обязательно там победа или какая-то, да, но участие будет, пожалуйста, мы не против. Приглашаем вас. Хорошо. Хотела сказать про Ижму, что у них ведь еще сейчас будет в феврале фестиваль мастер-классов ежегодный. И вот туда они тоже, кстати, очень хорошо все районы приглашают. Мы тоже ездили к вам, приезжали. Поэтому, наверное, Сейчас в феврале состоится. тоже будет такой фестиваль мастер-классов. Ну, хочу уточнить, что республиканский фестиваль мастер-классов, он проводится под эгидой Министерства национальной политики Республики Коми, опять же, в целях реализации закона о государственных языках Республики Коми. И, конечно, тот фестиваль, который прошел в прошлом году, он был просто уникальным, потому что такое количество интересных мастер-классов, мероприятий, конечно, было представлено по всем предметным областям по школе. А уже про дошкольное образование я и молчу, потому что действительно там такой букет интересных современных технологий, методик было представлено. Поэтому, уважаемые коллеги, конечно же, надо подключаться. И очень, как бы это очень приветствуется, вот такая вот личная инициатива. За всем мы тоже не уследим, так ведь? Каждое министерство проводит свои мероприятия. Заявки еще принимаются до сегодняшнего дня. Кто желает, может еще принять участие. Заявки на участие в Ижме на республиканском фестивале мастер-классов принимаются до сегодняшнего дня включительно. До вечера еще есть время. Я думаю, что если даже вы завтра отправите, еще вас примут. Возможно, да. Итак, уважаемые коллеги, мы реализовали повестку сегодняшнего дня нашего заседания, но у нас еще есть один пункт, это разное. Можно вернуться к этому повестке дня сегодняшнего дня. Это первая страница после обложки, наверное, да? Нет, последняя. Это последняя? О чем там? Вот это. Это тоже поставь концепцию. Ну да. В общем, так. Итак, значит, какое у нас решение было по повестке дня? Конечно, я думаю, мы не будем голосовать единодушно. Значит, план мы принимаем.
к реализации работы подключаемся. Если мы хотим, чтобы сетевое взаимодействие было организовано, мы заблаговременно отправляем информацию к нам в лабораторию, именно вот в оргкомитет РМО, для того, чтобы мы могли это распространить. Или же вы самостоятельно действуете. То есть это мы никаким образом это не будем контролировать, это ваша инициатива, ваше начинание. Это очень сильно приветствуется и просто необходимо для педагогов. Итак, в разное. Сейчас мы приступаем по повестке дня к пункту «разное». О чем бы я хотела вам сказать. Во-первых, конечно, я хотела бы вам продемонстрировать вот такую вот книжечку, которая называется «Концепция преподавания родных языков народа в России». Концепция преподавания родных языков народа в России. Эта концепция утверждена в декабре 2019 года. И по идее она является концептуальным документом для организации работы в этом направлении. Дошкольное образование, конечно, тоже упоминается, но не так уж много места уделяется. Ну, как бы упоминается как дошкольный уровень. Следовательно, во все содержательные блоки этой концепции мы также включаемся и организуем работу. Эту концепцию содержания вы можете найти, документ найти можете в интернете, он там в свободном доступе есть, поэтому вы можете им воспользоваться и включать себе уже в нормативку наряду с концепцией этнокультурного образования в Республике Коми. В нашей концепции блок обучения коми-языку, он тоже включается, поэтому отдельной концепции у нас в республике пока, в общем-то, нет. Если же нужно будет, то мы как бы разработаем. И я думаю, что Министерство образования, если посчитает нужным и важным это иметь, то они как бы эту работу, конечно, достаточно качественно реализуют. Еще у меня объявление. Значит, 14-16 февраля в Сыктывкаре будет проводиться очередной 12-й съезд Коми-народа. Я очень рада, что многие педагоги, управленцы, которые курируют дошкольное образование, включены в состав делегаций от районов. И, в общем-то, активно проводили работу во время конференции по выбору делегатов. Но сейчас еще более важная, наверное, работа предстоит по тому, какую резолюцию примет съезд, так нам и жить 4 года до следующего съезда. Но я хочу вас заверить, что все резолюции съездов, они очень как бы подробно анализируются, контролируются, и многие, конечно, пункты, они находят свое отражение в республиканских планах работы, программах и так далее. У меня к вам такое предложение. Я, как член президиума Коми-Войтер на сегодняшний день пока, конечно же, буду участвовать в работе съезда как делегат, и также буду как один из организаторов, модераторов площадки, которая будет называться «Коми-язык в современных условиях». У меня предложение ко всем участникам нашего республиканского метода объединения. Если у вас есть какие-то насущные такие предложения в резолюцию съезда Коми-народа и то, что касается коми-языка в образовании, пожалуйста, направляйте нам в лабораторию вот ваши предложения, чтобы на съезде Коми-народа, на секции, посвященной коми-языку в современных условиях, можно было бы вот эти предложения, если они не очень конкретизированы, а имеют такую вот республиканскую как бы значимость, можно было бы включить. Вот. Ну и как бы резюмируя наше сегодняшнее заседание,
Мне бы, конечно, хотелось обратиться ко всем педагогам, ко всем участникам Республиканского методического объединения, ко всем членам Совета, руководителям районных методических объединений и педагогов по этнокультурному образованию, что, в общем-то, самой главной задачей на сегодняшний день, даже не задачей, а задачами на сегодняшний день в нашей работе является, во-первых, это формирование ценностного отношения к коми-языку. Все-таки язык, коми-язык, это действительно, это не только как бы такое наследие наших предков, это не только как бы то, что является достоянием в республике Коми. Это, в общем-то, коми-язык, как и любой национальный язык, является таким вот мировым наследием. И если мы утратим позиции коми-языка, то, конечно же, если мы их утрачиваем буквально на глазах, то, конечно, коми-язык, он уже останется только лишь в каких-то литературных текстах. А это печальное, конечно, такое событие. И вот формирование ценностного отношения у детей, у родителей, у педагогов – это наша самая главная задача. Язык как ценность. И, конечно, нам нужно как-то вот найти способы убедить родителей передавать языковое наследие своим детям. То есть не только материальное наследие, не только дома, квартиры, деньги и так далее, но еще и язык, свой родной язык тоже передавать своим детям, и чтобы это было тем богатством, которое будет помогать их детям в будущей жизни, в будущей профессии, в будущей самореализации. Это очень важно. Ну, конечно, хотелось бы обратиться и к воспитателям детских садов, чтобы также активнее подключались к этой деятельности. И очень важно как бы повышать культуру собственной речи на коми-языке, чтобы все-таки коми-литературный нормативный язык, он также распространялся, и коми-литературный язык звучал в детском саду. Обращаясь к тем районам, где распространены диалектные формы, конечно же, языковые диалекты – это тоже достояние вашей местности, вашего района. Вы сохраняете языковые диалекты, но вы развиваете, формируете коми-литературный язык, и вы обучаете детей русскому языку. Получается, что ваши дети уже с детства становятся трехязычными детьми. И это очень важно. Это очень важная работа для республики и для сохранения коми-народа в будущем. Спасибо всем участникам. Напоследок я еще хотела сказать о том, что в этом году, как и каждый год, лаборатория разрабатывает свой календарь. И вот в этом году календарь он выглядит таким образом. Я дарю всем участникам нашего заседания, всем членам Совета РМО этот подарок, чтобы действительно 2020 год он начался продуктивно, творчески, и чтобы мы в единой командой, в едином коллективом уже реализовали все, что наметили на этот год. Спасибо всем. Анджишлетеч став бурса, быт бурса, выданлы.